Добрый день, уважаемые коллеги, представители образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Коми. Мы продолжаем с вами серию семинаров, которые посвящены разработке основных образовательных программ среднего профессионального образования на основе профессиональных стандартов. Нам очень важно, что сегодня нашим лектором является представитель опорного вуза Республики Коми, Сыктывкарского государственного университета Яковлева Елена Васильевна, заместитель начальника учебного управления. Елена Васильевна имеет большой опыт по лицензированию, по государственной аккредитации программы СПО. Она является ведущим экспертом по внедрению ТОП-50 в Республике Коми, и мы очень надеемся, что данный семинар будет вам полезным. Мы просим вас задавать вопросы в нашем чате, и при возможности вы можете направить вопросы на адрес нашего института. Данная запись будет представлена на портале «Открытое образование Республики Коми», а также, начиная уже с сегодняшнего дня, вы можете ее просмотреть в рамках проекта «Видеозал», который расположен на сайте нашего института. Я представляю Елену Васильевну, передаю ей слово, уважаемые коллеги, желаю вам плодотворной работы. Елена Васильевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень приятно, что сегодня пригласили на такой замечательный семинар обсудить очень сложный и, на мой взгляд, не очень хорошо сегодня урегулируемый вопрос, как разработка образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профессиональных стандартов. Коллеги, нужно помочь мне пролистать презентацию. К сожалению, почему-то не работает, да, она листается. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что этим семинаром мы продолжаем то мероприятие, которое мы начали в рамках форума, который был на неделе WorldSkills, когда мы обсуждали с вами национальную систему квалификации. Я напоминаю, что профессиональные стандарты являются элементом национальной системы квалификации Российской Федерации. Им достаточно длительное время уже уделяется большое внимание. Сегодня уже более 2000 профессиональных стандартов разработано. И наша с вами задача – это синхронизировать наши образовательные программы среднего профессионального и высшего образования с этими профессиональными стандартами. Кроме того, профессиональные стандарты сегодня являются основой для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Немножко на этом остановлюсь, поскольку университет в настоящее время заявил 2 образовательные программы высшего образования на проведение профессиональной общественной аккредитации. Эта процедура установлена в том числе федеральным законом 273 об образовании в Российской Федерации и проводится как для образовательных программ высшего образования, так и для образовательных программ СПО. В рамках форума на WorldSkills мы с вами обсуждали уже вопрос на одной из площадок, что утвержденная в Российской Федерации программа развития образования предусматривает, что уже в течение 2018 года 25% образовательных программ пройдут процедуру профессиональной общественной аккредитации, то есть процедуру на проверку соответствия данных образовательных программ профессиональным стандартам. Соответственно, этот вопрос, как и вопрос, связанный с государственной аккредитацией образовательных программ, не может выйти из нашего с вами поля зрения. Соответственно, мы должны при разработке образовательных программ уделить этому достаточно большое внимание. Для примера хочу показать, то есть поскольку 2 программы сегодня высшего образования университета готовятся к прохождению профессиональной общественной аккредитации, то есть как они для себя проанализировали свою образовательную программу, потому что самообследование по образовательной программе включает в том числе такой блок, как анализ соответствия разработанной образовательной программы какому-либо профессиональному стандарту или нескольким профессиональным стандартам, и разработка стратегии развития программы, то есть анализ ситуации на рынке труда, анализ конкурентов, то есть работающих на территории этого же региона, которые выпускают по таким же или идентичным образовательным программам, а также анализ самой образовательной программы
то есть на какие профессиональные стандарты она ориентирована и какие обобщенные трудовые функции, собственно говоря, закрывает. Мы проанализировали с коллегами, то есть наша образовательная программа по направлению подготовка и прикладная информатика, обозначили, вот в кружочек обведены те профессиональные стандарты, на которые программа данная ориентирована. И анализ был произведен с точки зрения модели трудоустройства, то есть наиболее типичные для Республики Коми профессии, то есть где в дальнейшем работают наши выпускники. И, соответственно, мы изменяем нашу образовательную программу, корректируем не только с учетом профессиональных стандартов, но и осуществляем их выбор с точки зрения востребованности в дальнейшем этих выпускников, поскольку мы в основном с вами работаем для нашего региона. Соответственно, и должны готовить специалиста по потребности данного региона. Кроме того, мои коллеги сделали вот такую большую, привожу просто для образца, но, конечно, не хочу сразу вас напугать, что по всем образовательным программам необходимо будет сделать такие модели, где один из профстандартов взял менеджер по IT, обозначены обобщенные трудовые функции для соответствующего уровня квалификации, на программах бакалавриата у нас уровень квалификации 6, обозначены трудовые функции, которыми должен, то есть, по окончании обладать выпускник. И мои коллеги попробовали соотнести это со своей образовательной программой. То есть какие именно навыки необходимы на выходе выпускнику с тем, чтобы он эти трудовые функции мог выполнять. Видите, ряд трудовых функций, как, например, навыки организации управления проектами, потом разделяются еще на поднавыки, как, например, планирование работ проекта, управление рисками проекта, управление командой проекта, управление качеством разработки программы обеспечения и другие виды управления. Поэтому вот, в принципе, такая модель может быть построена под каждый профстандарт и по каждой образовательной программе. Но это достаточно сложная задача, поэтому хотелось бы сегодня немножко задачу нам с вами упростить. То есть пойти по тому пути минимальному, да, который необходим будет для выполнения тех требований, которые установлены государством. А дальше расширять, углублять, то есть, как говорится, наводить красоту можно, мне кажется, до бесконечности. Потому что этот вопрос сегодня слабо урегулирован. Есть только методические рекомендации по разработке образовательных программ с учетом профессионального стандарта. А все остальное – это наше с вами творчество. С точки зрения самого профессионального стандарта, то есть как он вписывается в федеральный закон об образовании в Российской Федерации и трудовой кодекс, то есть если определить профстандарт как некую сферу взаимодействия между сферой труда и сферой образования. Я напоминаю, что статья 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации говорит нам о том, что профстандарты, характеристики и квалификации, которые в них содержатся, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций. Это Трудовой кодекс. Поскольку мы с вами разрабатываем наши образовательные программы для того, чтобы наши выпускники в дальнейшем вышли на рынок труда, соответственно, то, чему они научились в ВУЗе, то есть те трудовые функции, которые они в дальнейшем будут выполнять, должны быть синхронизированы. И профстандарт сегодня такая замечательная точка, которая позволяет установить диалог между сферой труда и сферой образования. Поскольку ранее очень часто встречались с работодателями, обсуждали в том числе на различных площадках наши образовательные стандарты. И работодатели очень часто говорили, что нас не устраивает то качество подготовки, которое вы осуществляете, то есть не конкретно наш вуз, а, естественно, сфера образования вообще, что у нас есть свои требования. И, на мой взгляд, сегодня эти требования вполне себе формализованы в данных профессиональных стандартах. То есть и есть уже основа для нашего диалога. А все остальное, конечно, мы можем наращивать, могут быть выставлены какие-то дополнительные требования к тому выпускнику, который выходит на рынок труда. Но база, на мой взгляд, совершенно четко определена. И с этой базой вполне можно работать. Но поскольку профстандартов, в отличие от образовательных стандартов, достаточно много, я понимаю, то есть наши с вами трудности в применении вот этой разработанной нормативной базы. Если мы будем говорить с вами о 273-м федеральном законе об образовании в Российской Федерации, там в 2015 году появилась часть 7 статьи 11,
о том, что формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профобразования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профстандартов. При наличии, естественно, есть оговорка. Но, как сегодня уже сказано, более половины профессиональных стандартов разработано. Я думаю, что все остальные в стадии завершения, поэтому скоро мы с вами получим вот то огромное поле, в рамках которого нам с вами предстоит работать. Хотя я предполагаю, и у нас, и у вас эта работа с 2015 года, конечно же, уже началась. Но, может быть, мы сегодня не очень довольны тем объемом работ, который произведен, то есть, например, в нашем регионе. Поэтому, естественно, возникают вопросы по модернизации, может быть, этой работы, по обмену опытом. То есть мы с Галиной Владимировной обсуждали, что неплохо было бы обменяться опытом между образовательными организациями. Может быть, у кого-то есть совершенно замечательный, уникальный опыт, которым он мог бы поделиться со всеми остальными, чтобы остальные не совершали тех ошибок, то есть в рамках того пути, который люди уже прошли. Если говорить о требованиях федеральных государственных образовательных программ среднего профобразования, конечно же, в отличие от программ высшего образования, у нас сегодня уже утверждено достаточно большое количество федеральных государственных образовательных стандартов 3.2+, которые синхронизированы с профессиональным стандартом. И я скажу, что через год нам, наверное, немножко легче станет разрабатывать образовательные программы, поскольку формулировки уже приведены в соответствие, то с точки зрения тех стандартов среднего профобразования, которые мы с вами сегодня реализуем, есть еще определенные шероховатости. Вместе с тем они достаточно свободны все-таки с точки зрения применения профстандарта. Например, я выделила в федеральном государственном образовательном стандарте СПО, то есть они аналогичны, наверное, то есть все подряд, несколько пунктов, которые нам позволяют ввести в образовательную программу требования, в том числе профессиональных стандартов. Конечно же, это пункт 7.1 о том, что образовательные организации самостоятельно разрабатывают и утверждают программу подготовки специалистов среднего звена. Я говорю об этих стандартах, поскольку университет сегодня реализует только программу подготовки специалистов среднего звена. Но я думаю, что по другим стандартам можно работать абсолютно по аналогии. С 1 сентября мы начнем реализацию образовательных программ по ТОП-50. То есть это будет 3 образовательные программы в рамках 0,9 укрупненной группы и в рамках 10 укрупненной группы. Я думаю, что эти образовательные стандарты уже больше заточены все-таки под профстандарт. Я понимаю, что те, которые мы реализуем сегодня, в них возникают сложности с точки зрения синхронизации с профстандартом, поскольку даже этого самого слова профстандарт во ВГОС СПО, ныне реализуемых, его нет. Вместе с тем, в пункте 7.1 написано, что мы с вами, как образовательная организация, самостоятельно разрабатываем образовательные программы в соответствии с ГОС СПО. И очень много подпунктов этого пункта говорит о том, что на определенных этапах разработки мы должны подключать заинтересованных работодателей. И вот у нас с вами появляется та точка взаимодействия, потому что выстраивать диалог с работодателем, вот образовательная программа, посмотрите, пожалуйста. То есть есть профстандарт, я думаю, что работодатели с ними работают, они их знают. Это та основа для нашего с вами диалога, в том числе и для анализа образовательной программы. То есть на сегодняшний день мы с вами должны строить образовательную программу не только с учетом ВГОС СПО, но и с учетом профессиональных стандартов. И пункт 7.1 очень по большому количеству пунктов позволяет вам ввести в образовательную программу необходимые дисциплины, модули и практики с тем, чтобы обучающийся, то есть или выпускник, он уже был готов к выполнению тех трудовых функций, которые он будет выполнять, когда будет трудоустроен. Кроме того, кроме пункта 7.1, есть еще пункт 8.3. Я специально выделила тут ряд позиций, которые, на мой взгляд, то есть позволяют нам с вами провести вот эту синхронизацию с профстандартом,
То есть, если в пункте 7.1 у нас есть, что у нас все должно быть направлено на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, на конкретизацию конечных результатов обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого практического опыта, это терминология образовательного стандарта. А в профессиональном стандарте, кроме умений и знаний, появляются трудовые действия. То есть это наш с вами приобретаемый практический опыт. Этот же практический опыт в рамках стандартов высшего образования имеет название навыки, то есть мы ориентируемся при разработке образовательных программ на умения, знания и навыки. А профессиональный стандарт нам говорит, что в дальнейшем все раскладывается на трудовые действия, которые способен выполнять наш выпускник. Поэтому здесь же написано, что при определении содержания образовательной программы, которую мы с вами разрабатываем, мы содержание должны определить совместно с заинтересованными работодателями. Поэтому работа с работодателями, их участие и в разработке образовательной программы, и может быть в ее оценке, в экспертизе, а об этом нам говорит пункт 8.3 в ГОС, о том, что для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются фонды оценочных средств, которые утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. И еще раз говорю, что для выстраивания диалога с работодателями, естественно, должна быть какая-то основа. Вот сегодня я лично эту основу вижу в профессиональном стандарте, поскольку им наша терминология может кому-то не очень знакома, кому-то не очень понятна. То есть мы учим, они говорят, вы даете теоретические знания, а нам нужно конкретно, чтобы человек вышел, то есть на производство или в организацию, и начал выполнять определенные трудовые действия. Поэтому, когда мы с вами предложим работодателю наш анализ синхронизации нашей образовательной программы с профессиональным стандартом, я думаю, что любой работодатель сразу нам подскажет и точки для улучшения нашей образовательной программы, и это будет хорошей основой именно для проведения экспертизы со стороны работодателей. Если еще говорить о федеральном законе 273, во многих стандартах среднего профобразования зашиты требования, давайте мы вернемся немножко, да, то есть в пункте 7.1 написано, что организация имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего, одну или несколько, согласно приложению к настоящему ГОС-СПО. У нас такие стандарты в университете есть, то есть по которым мы учим, в рамках этих образовательных программ студенты у нас получают документ по профессии рабочего, должности служащего после прохождения квалификационного экзамена в рамках данного профессионального модуля. Квалификационный экзамен, требования к нему установлены 273-м федеральным законом, и специально подчеркнула пункт 3, что квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, то есть требования к квалификационному экзамену синхронизированы с программой профессионального обучения, но эти требования распространяются и на нас с вами, если мы даем соответствующий документ в рамках программы СПО, что независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу, с этим вроде как уже более-менее определились, и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках. С этим все тоже достаточно просто, они не вчера утверждены, и мы, и вы, то есть все коллеги, мы с этими документами работаем, то есть тут проблем нет. Или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Вот тут есть несколько вопросов, потому что те профессии, которые утверждены в рамках наших профессиональных стандартов, если напрямую посмотреть эти названия в профстандарты, они не всегда встречаются, поэтому наша с вами задача, естественно, проанализировать профстандарты и выбрать из них те, которые будут соответствовать и которые лягут в основу для проведения данного квалификационного экзамена. Ну и напоминаю, что данный вид экзамена мы, естественно, всегда, как и государственную итоговую аттестацию, проводим с привлечением представителей работодателя. В частности, у нас в университете представители работодателей, они являются председателями комиссии для проведения квалификационного экзамена. Итак, с точки зрения нормативной базы, которую мы с вами обсуждаем,
Я уже не останавливаюсь на Трудовом кодексе, на Федеральном законе об образовании в Российской Федерации. Для того, чтобы синхронизировать образовательную программу СПО с профстандартом, естественно, необходимо проанализировать сами профессиональные стандарты. Необходимо поработать с методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом профессиональных стандартов, которые были утверждены 22 января 2015 года. То есть мы с этим документом работаем. Документ достаточно подробный с точки зрения программ среднего профобразования. Все разложено, какую непосредственно работу надо произвести. Но поскольку это не приказ, это методические рекомендации, естественно, по документу возникает ряд вопросов. То есть насколько жестко необходимо их придерживаться, то есть и какой комплект документов в итоге должен быть, если у нас с вами есть 464 приказ Минобрнауки о порядке организации образовательной деятельности по программам среднего профобразования. И там у нас с вами есть пункт, обозначающий, что такое вообще образовательная программа среднего профобразования. И, естественно, тот перечень документов, который входит в образовательную программу, там полслова по профстандарт нет, но этот документ тоже, этот пункт приказа 464 достаточно свободный. У нас в рамках образовательной программы СПО, кроме учебного плана, календарного учебного графика, естественно, могут быть оценочные и методические материалы. И я считаю, что в рамках методических материалов могут быть разработаны документы, которые показывают синхронизацию образовательной программы СПО с профстандартом. Мы сегодня такие документы делаем на программах высшего образования. Поскольку мы это делаем сейчас для того, чтобы пройти профессиональную общественную аккредитацию, то в рамках той организации, с которой мы взаимодействуем по прохождению профессиональной общественной аккредитации, у них есть требования, чтобы у образовательной программы была стратегия развития. В данной стратегии развития описывается, еще раз говорю, рынок труда региона, описывается профстандарт, на который ориентирована образовательная программа. То есть и представлена вся аналитика, как мы соотносим данные профессиональные стандарты с данной образовательной программой. Поэтому мы этот документ назвали «Стратегия развития программы». Кроме того, у нас по программам высшего образования есть еще описательная характеристика образовательной программы. На самом деле по программам среднего профобразования такой документ в принципе тоже может быть, поскольку законодатель в 464 приказе с точки зрения методических материалов, которые прикладываются к образовательной программе, дает нам достаточно широкую волю. Поэтому вы решаете сами, как вы такие документы у себя назовете. Ну и, естественно, есть приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов. Это когда вы разрабатываете образовательную программу СПО, они все, как я говорю, немножко разные. То есть мы у себя в университете ориентируемся на 5-й уровень квалификации. И, естественно, когда мы говорим о тех профессиях, рабочих должностях, служащих, которые встроены внутрь наших программ СПО с выдачей документов, мы говорим уже о других уровнях квалификации, которые в этом приказе, естественно, тоже поименованы. Поэтому обратите внимание и проанализируйте. И если говорить с точки зрения алгоритма синхронизации образовательной программы СПО с профстандартом, то алгоритм совершенно понятный, зашит в методических рекомендациях. Я понимаю, что документ достаточно большой, в какой-то части непонятный, но я скажу, то есть, что для меня в этих методических рекомендациях является, то есть, главной целью и основой для всех остальных шагов. Понятно, что шаг 1 – создание рабочей группы по проектированию образовательной программы. Мы в университете, например, делаем распорядительным актом организации. Это может быть и распоряжение, приказ ректора, проректора, это может быть распоряжение нашего директора колледжа. Это сегодня как бы никак не оговаривается, поскольку у нас в университете действует институт руководителей образовательных программ. То есть мы для себя такую категорию лиц определили. И руководители образовательных программ у нас, собственно говоря, и разрабатывают образовательные программы, набирают свои команды, формируют, взаимодействуют с работодателями. Поскольку у нас порядка 170 сегодня реализуется образовательных программ,
То есть таких людей в университете, ну, их более 70, которые занимаются проектированием образовательных программ. И они себе, естественно, команды из работодателей, из своих коллег в университете набирают из тех людей, которые будут в дальнейшем участвовать в реализации образовательной программы или помогают ее проектировать. Поэтому, если в такую рабочую группу у вас изначально войдут работодатели, а я напоминаю, что по многим стандартам, в том числе по стандартам СПО, если у нас в стандартах высшего образования должны быть работодатели или ведущие специалисты и установлен их процент, то у вас все лица, которые реализуют профессиональный блок, должны иметь опыт профессиональной деятельности. Поэтому они либо сами участвуют в разработке этой образовательной программы, либо привлекают своих коллег из тех организаций, с которыми мы взаимодействуем. Я скажу, что сегодня в Республике Коми те организации, к которым мы обращаемся с точки зрения помощи в разработке образовательных программ, все с удовольствием откликаются, многие из них даже сами инициируют этот вопрос, поскольку они говорят, мы являемся потребителями ваших кадров, и, естественно, мы бы хотели, чтобы мы сами поучаствовали в разработке образовательной программы, чтобы в дальнейшем ваш выпускник, который выйдет, он нашим базовым требованиям уже удовлетворял. А в дальнейшем, естественно, то есть элементы корпоративного обучения, дополнительное профессиональное образование или магистратуры, если говорить о программе бакалавриата, это уже на выбор выпускника. Второй шаг, он самый сложный, и для меня, и, наверное, для вас, это выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будет в дальнейшем разработана профессиональная образовательная программа. Тут, конечно, хотелось бы обратиться к самому профессиональному стандарту, сейчас, может быть, чуть позже, то есть мы с вами еще раз посмотрим, то есть на что обращать внимание. И в профессиональных стандартах, и в методических рекомендациях. О нашем образовательном стандарте среднего профобразования я уже говорила с вами, то есть на какие пункты следует обратить внимание, в рамках которого у нас с вами достаточно свободные, я считаю, мы свободны в проектировании образовательных программ, в том числе с учетом профстандарта, поэтому я в этой части уже останавливаться не буду. С точки зрения выбора профстандарта, естественно, обращайте внимание на правую колонку, где зашит уровень квалификации. То есть при проектировании образовательной программы вы смотрите тот уровень квалификации, который вам нужен. Далее мы работаем в том числе по ключевым словам. То есть если в наименовании профстандарта, то есть есть слова, которые как бы синонимичны, или названию вашей образовательной программы, или той квалификации, которая зашита в данную образовательную программу, то, естественно, эти образовательные стандарты могут быть рассмотрены. Внутри смотрим по обобщенным трудовым функциям, то есть выбираем обобщенные трудовые функции под соответствующий уровень квалификации и смотрим, какие обобщенные трудовые функции, то есть не трудовые действия, то есть не мелкие какие-то действия, которые, естественно, часть из которых может быть вами рассмотрена в вашей образовательной программе, образовательная программа может быть на это нацелена. Но надо посмотреть шире, надо посмотреть на обобщенные трудовые функции, чтобы вы полностью могли эту обобщенную трудовую функцию выполнить. Ну и дальше шаг 3 – это сопоставление федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов. Я сейчас чуть позже покажу ту табличку, которую считаю в методических рекомендациях ключевой, то есть от нее все пляшется. Если вы эту табличку качественно составляете, выполнив предварительно, конечно, шаг 2, сначала надо выбрать, то есть на ваш взгляд, хороший набор профессиональных стандартов, вот как сделали мои коллеги на программе высшего образования. Они поняли, что их программа не ориентирована на один профстандарт. Проанализировав профстандарты, они выделили то есть целый пакет профстандартов, в рамках которых наши выпускники, то есть они могут выполнять вот те обобщенные трудовые функции, которые зашиты в этих профессиональных стандартах. И вот шаг 3, он самый основной, я бы даже его выделила красным цветом, это сопоставление федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов. Мы табличку с вами посмотрим, она из методических рекомендаций. Если вы эту табличку некой своей рабочей группой сделаете, которая занимается проектированием образовательных программ, вся дальнейшая работа, она на ней строится. То есть и шаг 4 – это формирование результатов освоения программы с учетом профстандарта, и разработка всех оценочных процедур, и формирование структуры и содержания программы, то есть и в части программ практик, и в части рабочих программ дисциплин. И, естественно, я не говорю уже о разработке учебного плана и календарного графика.
То есть вы в том числе определите те дисциплины, хотя бы в рамках вариативной части. Я понимаю жесткость в ГОС СПО, то есть в отличие от ГОС высшего образования, где у нас очень часто нет примерных образовательных программ, а есть только компетенции и виды деятельности, которые зашиты в сам ГОС ВО. Соответственно, мы имеем абсолютную свободу по наполнению образовательной программы. То образовательные программы, федеральные государственные образовательные стандарты среднего профобразования, они, конечно, более жесткие. Но в рамках пункта 7.1 в ГОС СПО я вам показала ту вариативность, то есть ту возможность наполнить вашу образовательную программу теми дисциплинами, которые позволят нам синхронизировать нашу программу с профстандартом. Ну, естественно, шаг 7 и шаг 8 – это разработка учебного плана календарного графика, здесь как финальное мероприятие, и экспертиза образовательной программы, что для меня, естественно, больше экспертиза в рамках нашего сегодняшнего диалога с точки зрения представителей работодателей. И, естественно, если они у нас с вами участвуют в разработке, то экспертиза, она гораздо легче проходит, на мой взгляд. Ну и вот та табличка по сопоставлению единиц в ГОС СПО и профессиональных стандартах. Я понимаю, что сегодня в ГОС СПО, в отличие от ГОС ВО, не заточены в полном объеме еще под профстандарты. Если говорить о разнице, то есть вы видите в ГОС СПО виды деятельности, вы выбираете в образовательной программе те виды деятельности, то есть под тех работодателей, для которых вы готовите, то есть те виды деятельности, которые нужны, то есть на которые будет направлена ваша образовательная программа. А в профстандарте, еще раз обращаю внимание, вы ищете те обобщенные трудовые функции, а дальше там есть еще трудовые функции, которые соответствуют необходимому уровню квалификации. Далее, у вас в ГОС СПО зашиты профессиональные компетенции по каждому виду деятельности. Они у вас зашиты и перечислены. Соответственно, эти профкомпетенции, вы находите трудовые функции, которые соответствуют этим профессиональным компетенциям. Я понимаю, что они не совсем синонимичны по названию, но вы все профессионалы, и я думаю, что вы вполне можете, то есть, провести вот такой анализ. Дальше у вас в ГОС СПО представлен необходимый на выходе обучающимся практический опыт по каждому виду деятельности. А с точки зрения профстандарта, это те трудовые функции или трудовые действия, которые, то есть, выполняет работник. Поэтому вот здесь этот практический опыт с этими трудовыми функциями или трудовыми действиями необходимо соотнести. Но еще раз подчеркиваю, по требуемому уровню квалификации, то есть готовим специалистов, программу подготовки специалистов среднего звена, 5-й уровень квалификации. То есть мы не заглядываем ни в 6-й, ни в 7-й. То есть мы можем посмотреть, а что там дальше, или а что там было до того. То есть что он точно должен уметь, то есть как бы должность, что называется, ниже. Вот. Но мы ограничиваемся теми трудовыми функциями, которые для данного уровня квалификации. А дальше абсолютно в синхрон идут умения в ГОС СПО и умения в профстандарте. Но поскольку в ГОС СПО, которые сегодня реализуются, то есть они не все синхронизированы с профстандартами, я предполагаю, что эти формулировки тоже могут отличаться. Но мы недавно, то есть с моими коллегами, занимались проектированием, в том числе должностных инструкций наших внутри университетских. Естественно, анализировал профессиональный стандарт для каждого уровня квалификации. И, естественно, соотносили, то есть что человек должен знать, уметь и какие трудовые функции он должен выполнять. Я думаю, что все формулировки для нас с вами знакомы. Они выверены с точки зрения, в том числе, общения с профессиональным сообществом. И вы, как профессионалы, естественно, я думаю, что сможете это соотнести. Мы для себя, я попросила со мной сегодня Гуцалюк Ольга Васильевна, заместитель директора колледжа экономики, права и информатики Сыктывкарского университета, нам за кадром подсказывает какие-то моменты, поскольку она непосредственно в университете участвует как замдиректора в проектировании образовательных программ, организует работу данных рабочих групп, взаимодействует с работодателями, выносит на необходимые совещательные органы университета обсуждение и утверждение этих образовательных программ. Она провела анализ реализуемых программ, которые планируются к реализации в Сыктывкарском университете,
В общем, это специальности ГосСПО в рамках тех укрупненных групп, в которых мы сегодня работаем. И соотнесла их с профстандартами, где есть соответствующий уровень квалификации. Видите, профстандарты все обозначены, а дальше, если открыть внутри, то мы можем с вами посмотреть, то есть какие именно обобщенные трудовые функции должны быть зашиты непосредственно в каждую образовательную программу. То есть на сегодняшний день, естественно, мы в университете это делаем в рамках базовой части, где возможно, в вариативной части возможность в рамках пункта 7.1 я вам показала. В рамках квалифэкзамена это однозначно. И все образовательные программы университета, когда вышли вот эти данные профессиональные стандарты, во многие из них были внесены изменения, ведь есть стандарты и 2017 года, и 2016 года. Как только выходит стандарт, то есть мы анализируем, и если есть возможность, то есть мы вносим изменения в образовательную программу, производим синхронизацию наших образовательных программ с профстандартами. В рамках вариативной части, с точки зрения, то есть необходимости, чтобы данные специалисты появились на рынке труда, я думаю, что это совершенно замечательная история, тогда в вариативной части не нужно ничего сочинять, а появляются те дисциплины, которые сегодня рынку труда необходимы. Так, это с точки... Так, это спасибо за внимание, поскольку у меня закончилась презентация, но я хотела еще обратить ваше внимание. Коллега мне, наверное, поможет, да? Закрыть презентацию. Да, я закрою презентацию. Я хотела показать вам эти методические рекомендации, хотя я думаю, что, конечно же, все видели. Так, сейчас мы просто развернем на весь экран. Методические рекомендации очень подробные с точки зрения программ среднего профобразования. То есть, если, например, проанализировать с точки зрения программ высшего образования, то наша часть там достаточно короткая. Но я вам сказала, что у нас достаточно вольные стандарты. И нет примерных основных образовательных программ, поэтому, с одной стороны, у моих коллег иногда возникает спектр из 20 профстандартов, они думают, на какой же профстандарт ориентировать данную образовательную программу. А с другой стороны, мы можем охватить сразу несколько профстандартов, как и вы. То есть, видите, вот те шаги, которые я описала, и здесь каждый шаг, естественно, еще дополнен, то есть на что обратить внимание, какие дополнительные документы стоит посмотреть для того, чтобы уточнить пункты, связанные и с выбором профстандарта, то есть чтобы не ошибиться в этом выборе. Показан, какое, например, можно сделать приложение к вашей образовательной программе в части синхронизации данной образовательной программы с профстандартом. Ну и представлены, естественно, все таблички, которые в методическом разделе образовательной программы могут быть представлены. Здесь законодатель не сделал жестко. Это все-таки методические рекомендации, а не приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. Поэтому мы с вами пока вольны в перечне тех документов, которые мы прилагаем к нашей образовательной программе. Ну вот та табличка, которую я вам показывала, которая является основой для всех, я считаю, основных действий. Конечно, после того, как вы определитесь с одним, двумя, может быть и тремя профстандартами, на которые будет ориентирована ваша образовательная программа. Значит, кроме этого документа, я взяла один профстандарт. Я думаю, что у нас в республике достаточно много образовательных организаций, которые готовят бухгалтеров. Если посмотреть данный профстандарт, я сейчас просто пролистаю быстро и дойду до интересующих нас с вами. Да? Вот, например, вот они, обобщенные трудовые функции. Обобщенная трудовая функция – введение бухгалтерского учета. А мы, поскольку готовим программу подготовки специалистов среднего звена, у нас с вами уровень квалификации 5. Вот я обозначила тот 5-й уровень квалификации, на который мы ориентируемся. И те трудовые функции, которые на выходе, то есть, на мой взгляд, мы тоже готовим экономика, бухучет, на выходе, то есть наши обучающиеся должны быть готовы к принятию к учету первичных учетных документов, денежному измерению объектов бухучета и текущей группировки фактов хозяйственной жизни и итоговому обобщению фактов хозяйственной жизни. Поэтому вот наш уровень квалификации, а дальше пошел бакалавриат. То есть при разработке образовательной программы, если вы выбрали профессиональный стандарт бухгалтер, вот ваше поле для деятельности и поле для анализа. Если мы пойдем листать дальше, то есть вот еще появляется обобщенная трудовая функция, введение бухучета. И здесь есть, да,
требования к образованию, к обучению, как раз обозначено среднее профобразование, программа подготовки специалистов среднего звена, ну или дополнительное профобразование по специальным программам. И требования к опыту. И есть некие дополнительные характеристики. Вот эти дополнительные характеристики нам с вами помогают выбрать ту укрупненную группу, в рамках которой мы работаем. То есть вот в частности, здесь зашито КСО, здесь, правда, ссылка на уже не действующий документ, он утратил силу в связи с принятием нового, но мы видим, что мы работаем в рамках укрупненной группы экономика и управление. То есть если у вас есть реализуемая образовательная программа в рамках этой укрупненной группы, вы анализируете ваш образовательный стандарт и профессиональный стандарт. Ну, вот у нас образовательное направление, специальность называется еще раз. Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Экономика и бухгалтерский учет по отраслям. То есть в рамках экономики и бухгалтерского учета по отраслям наша образовательная программа, естественно, направлена на этот профессиональный стандарт бухгалтера. Так, приказ Минобрнауки об утверждении стандарта, то есть вот еще раз давайте обратим внимание, то есть у ряда учреждений среднего профобразования не относятся к педагогическим, анализировали в рамках программ, которые педагогические, таких требований нет. Я дойду сейчас до конца стандарта. В приложении к стандарту, быстрее полистаем, в приложении к стандарту обозначено перечень профессий рабочих, должностей и служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программ подготовки специалистов среднего звена. Я напоминаю, что эта подготовка идет в рамках одного из профессиональных модулей. И, естественно, когда мы принимаем квалификационный экзамен, вот у наладчиков технологического оборудования мы должны с вами найти соответствующий профессиональный стандарт. И я сегодня смотрела. Вот именно в такой редакции нет, но я думаю, что нам надо еще раз проанализировать, потому что сегодня наладчики технологического оборудования, они идут по отраслям, то есть наладчик технологического оборудования там, в такой-то отрасли, в такой-то отрасли. То есть это не совсем соотносится с той образовательной программой из ГосСПО. У нас по специальности 090202 компьютерные сети. То есть там речь не идет о компьютерщиках. То есть там наладчик специализированного технологического оборудования, очень узкопрофильного. Поэтому то есть мы синхронизируем сегодня с теми профстандартами, которые ориентированы на подготовку специалистов в области компьютерных сетей. И квалифэкзамен именно на это будет направлен. Это в рамках ТОП-50. Да. В рамках ТОП-50, вот Ольга Васильевна мне подсказывает, еще раз говорю, те, кто реализует программу по ТОП-50, университет, когда начнет реализацию, да, то есть она подсказывает, что да, действительно перечень профстандартов уже предложен, но вместе с тем у нас есть сегодня реализуемая образовательная программа, у нас есть обучающиеся на всех 3 курсах, обучающиеся, которые выйдут на рынок труда. А вы знаете, что профессиональные стандарты, они уже, многие из них вступили, многие применяются, и дан просто небольшой люфт по полнообъемному применению профстандартов. То есть, когда есть профстандарт, учитывается и квалификационный справочник, учитываются и требования профессионального стандарта. И сегодня я знаю, что многие коллеги, которые есть на рынке труда, они то есть, смотрят свой уровень квалификации, то есть то образование, которое они получили, а в профстандартах мы с вами видим, то есть зашито соответствующий уровень образования, то есть они сегодня предпринимают действия по приведению, то есть в соответствии своего образования требованиям профессионального стандарта, чтобы соответствовать той должности, которую они занимают. Соответственно, и мы с вами при подготовке должны, во-первых, проектировать с учетом профессионального стандарта, чтобы те наши выпускники, которые выходят в дальнейшем на рынок труда, они профессиональных дефицитов не испытывали. Ну и чтобы мы, естественно, максимально с вами удовлетворили тому спросу, который сегодня есть на специалистов в регионе. Чтобы с точки зрения современной нормативной базы в сфере труда они соответствовали. А дальше, если им потребуется корпоративное обучение, что сегодня многие корпорации делают, это, я считаю, уже другой вопрос, когда появляются какие-то узкие требования. То есть требования федеральные, требования образовательного стандарта, профессионального стандарта. Я считаю, что мы сегодня должны выполнять в полном объеме и не только в связи с процедурами аккредитации, которые в отношении нас проводятся. Ну, у меня на сегодня, я думаю, что все. Я думаю, что у коллег возникли вопросы.
С точки зрения проектирования образовательных программ на следующий год университет сегодня, конечно, находится, как и все, в стадии проектирования образовательных программ СПО. Скоро они будут представлены на нашем сайте. Поэтому, конечно, мы ждем вопросов. Конечно, мы готовы, я и Ольга Васильевна Гуцелюк, замдиректора колледжа, которая непосредственно этим занимается, мы готовы к вопросам и к диалогу. То есть в рамках синхронизации образовательных программ с профстандартами, с тем, чтобы у нас в республике эта работа была поставлена на должном уровне, поскольку этому уделяется повышенное внимание, то есть не зря это сеть семинаров. Еще раз напоминаю, что в дальнейшем, я думаю, что в республике будет принята программа, то есть когда мы с вами пойдем на профессиональную общественную аккредитацию, мы пока заявили 2 программы высшего образования, программы среднего профобразования. Я думаю, что это наш 2-й шаг. Но поскольку это декларировано программой развития образования, я думаю, что каждое учреждение будет проходить профессиональную общественную аккредитацию своих образовательных программ. Поэтому, конечно, нужно большое внимание сегодня уделить на синхронизацию образовательных программ с профстандартом. И не только тех, которые мы будем набирать, объясняю почему. Потому что сегодня, на сегодняшний день, при профессиональной общественной аккредитации мы показываем и тот выпуск, который был произведен по образовательной программе. Мы показываем все разработанные нами образовательные программы, мы показываем выпускников, мы показываем обучающихся, которые, то есть сегодня у нас присутствуют в учреждении. А вы понимаете, что если, например, университет только с 1 сентября наберет по программам ТОП-50, то заявлять этих обучающихся к профессиональной общественной аккредитации, к сожалению, мы не сможем. Мы все равно будем вынуждены показывать тех студентов, которые сегодня учатся по ВГОС СПО предыдущего поколения, я бы так сказала, и тех выпускников, которые по этим программам уже выпустились. А, соответственно, синхронизацию, хотя это вроде как не предусмотрено данным образовательным стандартом напрямую, там, еще раз говорю, там нет слова профстандарт во ВГОС СПО, по которому мы сегодня работаем. Но вместе с тем мы вынуждены вносить изменения в наши образовательные программы с тем, чтобы на рынок труда уже вышли специалисты, которые полностью профстандарту соответствуют. Ну, у меня все. То есть, если появятся какие-то вопросы, то есть можно в чате, можно, как Галина Владимировна, можно отправлять на адрес КРИРО. Я думаю, что во взаимодействии мы готовы будем продолжать обсуждать эти вопросы. Может быть, появятся, то есть, какие-то вопросы в части более подробного применения методических рекомендаций на примере конкретной образовательной программы, то есть показать технологию, как непосредственно это сделать. Но вот я вам уже показала те шаги, которые стоит предпринять, и обратила внимание, то есть на основную, на мой взгляд, табличку. Если ее сделать, мне кажется, все остальные шаги достаточно легко пойдут, а представление данных документов я вам уже показала, что это абсолютное творчество образовательной организации, поскольку образовательную программу мы с вами по закону разрабатываем сами. Спасибо, коллеги, за внимание. До свидания.